Вы знаете, по городу ходит слух, а ВКонтакте ходит видео. Как Рафиль сделал тебе предложение на вашем первом сольном концерте, который недавно был. Да. Ходит такой слух, да? Да. Рафиль, как тебе пришла вот идея именно на сольном концерте сделать предложение? А знаете, это вот мы решили сделать первый сольный концерт и обратились к сценаристу. И в конце вот этого сценария, в конце концерта, я делаю ей предложение. И вот мы поставили где-то 50 концертов, и в каждом концерте ситуация такая. Одна и та же? Да, одна и та же. Я делаю предложение. А в Казани это было по-настоящему. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исян Месес. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит музыкальный творческий тандем. Встречаем Эльмира Гельфанова и Рафиль Джалялиев. Исян Месес. Молодые, веселые, задорные. Халярызничек. Аллах Салям ашкар. алейкум. И не с пустыми руками, Рахмет. Да. Я, как любая девочка, любая девочка любит красоту, поэтому я вам принесла вот такую маленькую красоту, чтобы у вас в студии всегда было очень красиво. Спасибо. Но как любой мужчина будет кушать такую сладкую вещь. То есть ты тоже любишь, Рафиль, сладости, Да, очень. Вот поэтому я ты поднес тоже. такой торт. Красота. Молодец. Рахмет. Эльмира Гельфанова, певица. Родилась в городе Набережные Челны. Закончила детскую школу искусств. Сейчас заканчивает 4-й курс Казанского государственного института культуры в классе народной артистки Венеры Ганиевой. Лауреат фестивалей «Созвездие Йылдызлык», «Сандугаш Кырде Күңелге», фестиваль имени Рашита Вагапова, «Ягымлы яз» и «Татар маңы» 2016. Рафиль Джалялиев, певец, родился в деревне Шура Арского района. Окончил Арский педагогический колледж и Казанский государственный университет культуры и искусств класс Салавата Фатхуддинова. Лауреат фестивалей «Татар маңы» 2014, «Созвездие Йылдызлык», «Ягымлы яз», фестиваль имени Рашита Вагапова. Ребят, у меня такое чувство, вот вы пришли вдвоем, и значит у нас будет два блюда. Я угадал? Угадал. Да. Расскажите, какие, давай, Эльмира. Первое блюдо будет горячее блюдо, которое называется махабет ушага. Как огонь счастья. Это как вулкан счастья. Вулкан получается. любви и Вулкан счастья. любви, да. Будем делать еще салат. Вот когда мы познакомились с Эльмирой, она меня угостила таким вкусным салатиком. И она говорила «Жаным бусина». Я вот поэтому назвал «Жаным». Салат. Хорошо, начнем мы с вулкана. Начнем Да, с вулкана, да. Давайте. Я тоже, кстати, участвую. Можете мне какие-то Отлично, задания давать? помощник. Отлично. Первым шагом у нас будет фарш. Берем фарш и будем делить его на две части. Говяжий фарш. Да. Так, давайте. На две Говяжий части фарш убить. делим Так, я на две. разделю. Ровно. Ага. Вот. Одну часть мы будем обжаривать. На сковородочке. Да? На сковородочке. Так. А А вы мы в это время пока- будете смотреть, как я? Да. А мы будем резать лук. Давай. Давай. Эльмира, вот вы сейчас так целую минуту мило общаетесь, и Да. такой творческий тандем у вас. Вы часто вообще готовите вместе? Нет, Нет. мы вообще вместе не готовим, потому что мы, во-первых, не семейная пара. Это я Еще. знаю. Да, мы еще не семейная пара. Хорошо, ты чтобы как вместе хозяйка, готовить. что умеешь готовить? Я очень сильно люблю готовить салаты. У меня мама с детства меня учила делать салаты, поэтому салат это вообще моя страсть. Ну хорошо, 3 своих любимых салата назови нам. 3 своих любимых салата. Это вот этот вот Жаным. жаным. Это номер 1, ага. Да, я люблю салат Цезарь. Как истинная Один татарка из салат моих, Цезарь. И люблю салат оливье. Хорошо, Рафиль, давай по татарским блюдам, я думаю, ты назовешь. Что ты любишь, как настоящий татарский мужчина? Я люблю беляш, Вот видишь, записывай сейчас, Эльмира. Какие Пыш-пыш салаты В голове. Пыш-пыш-мак, вот. манты, но я не люблю суган пирога. Да. Вообще не Суган люблю. пирога? Да. Это в каких районах такое готовят? Слушай, расскажи-ка. Это- Пирог из лука. Это Пирожки. в Балтасинском районе такое готовят. А, ты имеешь в виду с зеленым луком? Да, Я тоже не да, знаю. Да, с зеленым луком. Ну вот, не люблю такое, а вот беляш, шмак, Все, манты. что с мясом связано. Кстати, мы соль, перец попозже добавляем или сейчас можно уже? Можно и сейчас. Чуть-чуть, да? Да, На глаз. на глаз. Ну, чтобы было вкусно. Так, достаточно. Добавляем перчик. Добавляем перчик. Кстати, у нас еще на плите есть картошечка. Из нее будем делать пюре. Так, Надо, да, наша пожалуйста, нам кастрюля, включить. картошечка. Да. Сейчас. А вот она уже Кипит. кипит. Это для Да. пюре. Это для Всё пюре, да. Кстати, посмотри, как вы красиво режете лук. Почти одинаково. Почти одинаково. Да. Ну, для наших телезрителей, расскажите, пожалуйста, каждый вот свой творческий путь. Рафиль, ну, вот начни с себя, где родился, где получил образование, буквально в 2 словах. Ну, я родился в Варском районе. Когда мне был годик, мы переехали в Балтасинский район.
И вот до сих пор живем там. Мои родители там живут. Начальная школа в деревне Конябаш, средняя школа в деревне Нижняя Коня. Потом, после 9 класса, я поступил в Арский педагогический колледж. Потом, в 2012 году, я поступил в Казанский институт культуры. И вот в 2016 году То закончил. есть, скажи, ты уже не студент, ты закончил? Нет, я уже закончил. А Эльмира еще студентка. Да. Я учусь Эльмира. на последнем курсе. В этом году уже Я диплом. заканчиваю, да. Молодец. Где родилась, расскажи нам. Я родилась в Набережных Челнах. В 7 лет я поступила в музыкальную школу, татарскую детскую школу Челнах. искусств. Да. Я закончила ее с отличием. И после 11 класса уже я поступила сюда, в Казанский институт культуры, в класс Венеры Хатунгаевой. Такая история у тебя была, мне даже слезы. Да, я вижу. Либо это от лука. То есть, смотрите, Всё. лука мы не жалеем, да? Ну да, так вкуснее. Чем больше лука, Чем больше лука, тем вкуснее. всегда, А да. чем больше песен в нашей программе, тем веселее. Да. Поэтому сейчас, я думаю, какой-нибудь музыкальный подарок, первую песню, что исполнить? Мы, наверное, исполним одну из своих любимых песен из нашего Да, ну репертуара. наш первый дуэт, слова Роберта Мигнуллина, музыка Ильгиз Закирова, «Салу алма». Kollarında yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Қолдарыңда сары алма, сарғайтмасын yüzüngені. Ташла инде, сақла инде, сарғаюдан өзіңді. Сен өзіңді сұлу алма, туып пішерсің әлі. Ушыларыма, құшағыма, келіп түшерсің әлі. Сен өзіңді сұлу алма, туып пішерсің әлі. Ушыларыма, құшағыма, келіп түшерсің әлі. Ушыларыма, құшағыма, келіп түшерсің әлі. Ай, молодцы. Так, ребят, сейчас картошки я вам передам. Да. Воду мы слили. Опа. Будем делать пюре. Рафильная тоже любит беренге? Конечно. Татар же Её говорят, вот, Самое любимое блюдо беренге. у татар. Да. Или у Рафиля? наверное. У меня. А, у тебя? Я очень люблю Почему ты не беренге. говорила, что любишь делать картофельный салат? Так, не обожгитесь, если что, на всякий случай. Хорошо. Что делаем с картошкой? Так, будем делать пюре. Нам нужна толкушка. Толкушка. Так, пожалуйста. На, сен атып Жерлап жерлаймыз, Давай сейчас ты споет, сначала подумаешь, что сделай. микрофон. Давай жерла. Кстати, о песнях, пока вы Жерлап делаете пюре. Рафиль, ты помнишь, когда ты первый раз запел? Обычно же некоторые говорят, я в садике начал петь. Твоя история. Я в садик вообще не ходил. А можно было, я это не знал, что можно. Да. В первом классе, когда я учился, был такой журнал Сабантой, что ли. Вот там по цветной странице всегда выходили такие песни детские. Я вот помню песню про скворца. Там такие строчки были. Кем я саган уяны, сайыршык біле аны, шут-шут етіп сайрауы, аның уя сайлауы. Вот я вот это запел. Вот первые песни, которые я Так. спел. То есть, благодаря журналу Сабантуй. Да, да. Так, а Эльмира, какой журнал читала, какие песни пела? Я журналы не читала. Но в садик ходила, В скажи. садик ходила, конечно. Я ходила в садик. Первый раз на сцену я вышла в 4 годика. Ага. Я помню, это был праздник День матери. Такая энергетика города Набережной Челны. Я пела песню. Я точно не помню, но я помню только 2 строчки. Я пела «Мина нига булышам, сауат сабаюшам». И все. Все. Мама сидела радостная. И мама, Ура, да, конечно. ура, казалось, 4 года. Сама Да. саморнила. Вот я пою с 4 лет. Но родители тебе никогда не говорили, Казым, не надо петь, давай будь инженером, будешь работать на заводе КамАЗ. Нет, я всегда интересовалась вот этой вот творческой деятельностью с детства, поэтому родители тоже только за были. И с удовольствием тебя отправили в Казань. Ну, сначала в музыкальную школу я ходила, а в Казань, да. Эльмира, фарш у меня готов. Ага, отлично. Так, пока его отложим. Как пюре у нас, Рафель? Да, пюре тоже готово. Что делаем дальше? Так, сейчас нам нужен противень. Противень. Будем смазывать его маслом и выкладывать туда наш фарш. Такой пойдет? Да, конечно. Так, чуть-чуть маслом, Да, да? чуть-чуть будем смазывать маслом, выкладывать уже. есть сейчас самое интересное начнется. Самое, да, интересное. Как же сделает вулкан Эльмира? Сейчас посмотрим. Вулкан любви. Вулкан любви. Рафиль, честно скажи, ты хоть раз готовил это блюдо? Нет. Поэтому здесь самое ответственное будет у нас Эльмира. Какая-то помощь нужна? Нет, давай я. Давай сама. Так, отлично. Сейчас А я буду Рафиль, выкладывать. пока мы с тобой свободны, расскажи нам, пожалуйста,
Как же ты познакомился, как же ты влюбился в эту красивую девушку Эльмиру? История такая у нас. В 2011 году я участвовал в конкурсе «Татар Мамы». Оказывается, Эльмира тоже там участвовала. Но вы друг друга не увидели. Не знаю, не увидели, но мы не помним друг друга. Но вот когда я поступил в Институт культуры в 2014 году, Эльмира тоже поступила на первый курс, я уже на втором курсе был. И вот мы познакомились в коридоре. Случайно. Да. Да, как бы. То Ну, есть не идет случайно, такое- я слышал ее песни, потом мне сказали, то, что вот эта девушка поступила в наш институт. Ну, я И он решил сделать мне комплимент в Вот коридоре. сейчас продолжение истории глазами Love Эльмиры. story, Идешь да. в коридоре, никого не трогаешь. Да. И тут Он ко мне подходит, он говорит: «Сен Эльмира?» Я говорю: «Да». «Сен шундай матур жырлысың, я слушал твои песни, говорит, в интернете». Я говорю: «Спасибо». Ну и все, вот мы как бы вот так вот познакомились, мы начали вместе на мероприятиях выступать. уже, Да. то есть в формате института, да? То есть такой дуэт у вас уже сформировался? Нет, нет. Даже вне института мы начали как-то вместе. Сначала не дуэтом, а просто отдельно. Да. Отдельно. Да, потом уж решили спеть дуэт. Ну, раз мы вновь вспомнили слово дуэт, Мгм. Эльмира, Рафик, еще одну песню, пожалуйста. Попробуем спеть песню Мы- известную. Ну, нам нравится, что у нас в репертуаре есть не только авторские эстрадные песни, мы очень стараемся не обходить стороной и ретро-песни. На нашей кухне ретро-жир. Как у кыш кара сирәк кенә, сагнуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмереп. Туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмереп. Туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Ну, прекрасное исполнение, особенно вот этот ваш взгляд такой влюбленный. Да, Скоро будет свадьба, Руслан. Алла берсе. А вот по секрету, по секрету. Так, что мы делаем? А, кстати, вот вулканчик-то у нас Ну, получается. как бы Но да. это горка еще. И это Это только начало еще- вулкана. Это еще, да, это еще только первые шаги. Вы знаете, по городу ходит слух, а ВКонтакте ходит видео, как Рафиль сделал тебе предложение на вашем первом сольном концерте, который недавно был. Да. Ходит такой слух, да? Рафиль, как тебе пришла вот идея именно на сольном концерте сделать предложение? А знаете, это вот мы решили сделать первый сольный концерт и обратились к сценаристам. Нам написали такой сценарий, где мы, парень с девушкой, ходит сваха, и она нас как бы сводит. И в конце вот этого сценария, в конце концерта, я делаю ей предложение. И вот мы поставили где-то 50 концертов, и в каждом концерте ситуация такая. Одна и та же? Да, одна и та же. Я делаю предложение. А в Казани это было по-настоящему. То есть на каждом концерте я привыкла, что он мне Да, как бы где- по сценарию дарит цветы, А, и то и эти пластиковое цветы- колечко. Нет, там колечка не Там было. были цветы не настоящие, искусственные. Ну, конечно, Да. 50 концертов, Каждый 50 концерт я букетов, да. получала искусственные цветы, а в Казани, ну, я тоже ожидала вот эти же цветы, я ждала. А тут? А тут было все совсем по-другому. Так, давай я тут беру. Самое интересное, это зрителей я не услышал. Ты им хоть ему сказала? Да. Конечно, я же приняла и кольцо, и цветы. Ура! Молодцы, молодцы. Так, давай сейчас я вот это Да. тоже уберу и дам вам ложечку чистую. Да. Я так понимаю, сейчас будет у нас Сейчас будем пюре. пюре Хорошо. Да. вторым слоем. Будем намазывать пюре. То есть мы должны полностью закрыть фарш пюре, да? Да. Да, мы должны закрыть. Я буду Делаем делать, это вручную, конечно, потому что это удобней. потому что... Держи, Рафиль, помогай, Давай. помогай, любимый. Да. Эльмира, хотел бы буквально, чтобы вы несколько слов рассказали про концерт. Все-таки это первый сольный концерт большой в Казани. Что интересного было, какие артисты еще принимали участие? Мы ездили в этом году и по районам Татарстана, и по деревням. У нас своя творческая группа, которая состоит из 6 человек. Наш баянист Альфис Галиуллин, наша ведущая, которая была в роли свахи, это была Ирина Арсланова, танцор наш Диляра Ахмедуллина и наш звукооператор. Звук и Ка- цветоператор. Да. А в Казани мы уже дополняли эту нашу творческую группу. У нас на концерте принимали участие и танцоры из Казанского института культуры, и заслуженный артист Татарстана Филюс Кахиров.
Руслан, ты, наверное, нам сейчас поможешь. Какой красивый получился вулкан. Ну, это еще не до конца. Еще не конец. Поэтому ты нам сейчас поможешь. Нам Так. нужно вот этот вот фарш положить в миску, добавить туда соль, перец и одно яйцо. Так, для чего? Сразу расскажите. Это будет вот третий слой нашего вулкана. То есть последний в этом слой. секрет, да? Да, То есть внутри готовый фарш, да. сверху Яйцо пюре. надо Полуготов. аккуратно. А, сверху? Яйцо сюда? Да, Одно, да? Ага, да. да. И перемешать все. Кстати, по поводу гастролей, какие-то вот уже планы есть? Мы вот планируем новую программу. Сейчас работаем над подбором репертуара. Ну вот записываем новые песни. Вот сейчас надо снимать новый клип. Так, пожалуйста. Думаем Всё, над спасибо. сценарием. Какая песня? Песня называется «Жырларымда сиңгенә», слова Эльвиры Сафиной, музыка Гүлназ Закировой. Бир колыңны бергә үтик озын гомер юлларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын, кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә, җырлый, 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 яратам сине генә, кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә, җырлый, 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 яратам сине генә. Так, у нас слой уже все, мы намазали. Теперь будем делать кое-что интересное. Мне, в Теперь принципе, будем- уже нравится вот этот большой мясной вулкан. Мясной торт. Так, делаем отверстие. Да. И Кладем сюда скорлупу. Но это еще не Не весь видно секрет, да, было. я так понимаю? Да, не весь. Да, пока это все остается, и мы будем сейчас смазывать кетчупом и майонезом. Такое праздничное блюдо, мне кажется, да? Если Да. пригласить домой друзей, можно приготовить. Да, очень легко готовить. Это у нас получается как будто бы имитация вулкана, лава. Ну, слушай, Лава. вот майонез, получается, это снег, да, а вот кетчуп это лава. Да, Такая, да? да. Вот, Так, последний штрих. да. Слушай, Теперь вот так можно ложечку отправлять можно это в сюда духовку. сложить. Но биг мотор. Очень красиво. Отправляем наш чудо-вулкан в духовочку на 30 минут. Да. Хорошо, давай. Ну, а самое интересное, что после небольшой паузы мы приготовим еще и салат, который называется жаном. Мәхәббәт ушагы. Фарш разделили на две части. Одну часть обжарили с луком на подсолнечном масле, картофель отварили и, добавив яйцо и теплое молоко, размяли в пюре. Противень смазали растительным маслом и на его середину горкой выложили обжаренный мясной фарш. Сверху покрыли его слоем из картофельного пюре, затем в оставшийся сырой фарш добавили яйцо, соль и перец, перемешали и выложили третьим слоем поверх картофельного пюре. Сверху сделали небольшое углубление и вставили половинку яичной скорлупы. Смазали вулкан сверху кетчупом, а снизу майонезом. Запекали в духовке 30 минут. Дорогие друзья, лето в самом разгаре, и мы представляем рубрику «Готовим на природе», где известные шеф-повара нашего города делятся своими кулинарными секретами. Мы сегодня готовим в тандеме, в дуэте баранину. Каре ягненка взяли, дагестанского ягненка взяли, который курдючные бараны. Итак, замаринованное мясо и уже обработано смесью 5 перцев. Это был использован красный, черный, белый и зеленый перец, также свежий розмарин и сливочное масло. С двух сторон. И сейчас мы будем его обжаривать. Обжаривать будем на барбекю. Ни в коем случае нельзя готовить при низкой температуре, так как мясо у вас будет сохнуть. Образовывается колер, красивая корочка для того, чтобы все соки у нас сохранялись на месте. И еще также мясо после приготовления основного цикла при тепловой обработке, когда мясо у нас отдыхает, оно досозревает, а температура еще доходит до следующей степени приготовления. Сегодня мы еще также обжариваем сыр халуми. Сыр халуми, жареный на мангале, и также будет сыр адыгейский копченый. Мы его смазали сливочным маслом, заправили солью, перцем. Причем наш сыр у него не будет возможности упасть вниз, то есть истечь. Он будет жариться как мясо. Дорогие друзья, это вновь программа «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас готовят замечательные, веселые музыкальные ребята Рафиль Желялиев и Эльмира Гельфанова. Вместе с ними мы уже приготовили большой вулкан.
мясной, да, что говорит, темный мотор. Он у нас в духовочке, но у нас сейчас есть время приготовить салат, который называется Жаном. жаном. Да. Что делаем? Руслан, тебе сыр. Съесть или порезать? Порезать. Хорошо. Можешь есть. Тебе жаном грудка. А мне капуста. Тебе капуста. Да. Всё, режем Резать как нужно кусочки? кубиками. Кубиками, да? Не Хорошо. маленькие и не большие, среднего размера. Итак, начинаем готовить салат жаном. Да. И продолжаем нашу беседу. Ребята, много конкурсов. У вас у каждого, да, в том числе Эльмира у нас победила в конкурсе «Татар-Мана» 2016. Поздравляю. Спасибо большое. Расскажите вот быстренько о конкурсе. Я вообще сама очень люблю участвовать в конкурсах, с детства участвую. Первый конкурс, самый серьезный, в котором я участвовала, это был фестиваль «Созвездие Йылдызлов». Я там уже не раз участвовала. Также я участвовала в конкурсах «Сандуғаш кірді көңілге», «Ватан», конкурс имени Венеры Ганеевой, «Сандуғаш», «Соловей» я участвовала. Но ты же участвуешь каждый раз с разными песнями. Да, я участвую каждый раз с разными песнями, но я стараюсь участвовать всегда в народной номинации, потому что народные песни — это для меня, очень важно. Я очень люблю петь народные песни. Я участвовала в 2016 году в декабре на самом важном для меня конкурсе «Татар-Мана» с татарской народной песней «Қызыл түлкі», которую жюри, казалось, очень высоко оценили. полюбила Да. и подарок вручила. Да. Давай послушаем эту песню. Қызыл дағына түлкі, орман көркі, батыр егіт дусларым, ил көркі. Эльмира, ты знаешь, мне кажется, мечта каждой девушки, чтобы вот на кухне стоять, песни петь, да, а тут, например, супруг там и сын готовит кушать. Да, было бы хорошо. Рафиль, ты не против-то? Нет. Это он сейчас Мне зафиксирует. нравится, Да-да-да. мне нравится, как она поет, ее голос, ее песни, ее репертуар. Поэтому я Всегда всегда поддерживает. вечно. Да, вечно готов. Равиль, расскажи про свои конкурсы. Тоже участвовал на конкурсе «Созвездие». Но самый большой, вот опять-таки самый важный конкурс, это «Татар-Мана». Участвовал опять-таки дважды. В 2011 году вместе мы участвовали, и в 2014 году я тоже участвовал, и у меня тоже первое место. Татары обычно говорят пар кильянцев, Да. достойны друг друга. Да, да, С какой песней? Да может тоже что-нибудь акапельное исполнишь для нас? Давайте, я пел песню Индуса Якупова, это репертуар Илхам Шакировой «Яшьлегіме қайтар едім». Нинди емелі бізінің үзәннәр, түшәлгәннәр йомшақ хәтфәләр, ол чәчәкләр яшел үзәннәр, яшьлегемне хәтерләтәләр. Тем временем все ингредиенты для салата у нас готовы. Мы сейчас их смешаем. Да, Так, заправлять будем майонезом. майонезом. Так, сначала курочку. Кстати, ананасики тоже у нас туда идут? Да. у нас Без тоже. водички, Они наверное, да? очень придают такой нежный вкус. Добавляем ананас весь. Да, весь. И помидор. И самое главное, майонез. Майонез. Все это Самый вкусный. перемешаем. Да. И через одно мгновение буквально попробуем и наш мясной вулкан, и салат жаном. Салат жаном. Все ингредиенты нарезали кубиками, смешали и заправили майонезом. Ну а сейчас самый долгожданный и самый вкусный момент нашей программы мы будем пробовать. Внимание! Ушага. Вулканчик-то горит. Давай. Начнем. Наверное, с горячим. Давайте. Бисмилля рахман рахим. Внимание. Вкусно? Хоть и молодые повара, но настоящий профессионал. Молодцы. Спасибо.
Вроде бы обычные ингредиенты, фарш, пюре, Пюре. но вот эта И всё. подача творческих людей так красиво получилось. В общем, 5 баллов вам. Рахмет. Это за вулкан. Ну и салатик. Салат Посмотрим, зеленый. насколько же вот мастерица салатов, как Эльмира себя хвалила. Равиль, похвали, похвали. Настоящий жаным булгам. Ой, рахмет. Здесь я могу только добавить, действительно очень вкусно. Вроде простые ингредиенты, а сочетание такое прям. И ананасики дают такой вот Да. Нежный. сладенький, нежный вкус. Молодцы. В общем, ребят, все получилось очень вкусно. Сизгай Бекзур Ахмед, большое спасибо, что пришли к нам. Сизгай рахмет. Ну и пока я пью чай, от вас еще одна красивая песня. Яратам дип әйтер кешем булса, яратам дип мең кабатлармын. Таңнарымны, моңлы җырларымны сөйгәнемә тик багышлармын. Һәр кешедә насыйп ярын тапсын, һәр йөрәктә тулсын сөюгә. Бу дөньяда чиксез бәхет бит ул, яратам дип янып яшәргә. Бекзур Ахмед, Бекзур Ахмед. Рахмет. Это была программа «Секреты татарской кухни», дорогие друзья. Готовьте вместе с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Татар ханы башлары бик тәмле һәм файда.